Группа американских сенаторов представила законопроект, определяющий нарушение прав уйгуров и других мусульман в Восточном Туркестане как геноцид. Законопроект, подписанный председателем Комитета по международным отношениям Джимом Ришем, сенаторами от Техаса, Флориды и Нью-Джерси Джоном Корнином, Марко Рубио и Робертом Менендесом, призван привлечь к ответственности китайское правительство за совершение геноцида. Этот законопроект подготовлен, чтобы возложить на Китай ответственность за геноцид уйгурского народа в рамках Конвенции ООН о предупреждении преступления против человечества и координации ответных мер для прекращения злоупотреблений, отмечается в заявлении сенаторов. Это действительно неприемлемо. Китай систематически проводит принудительную стерилизацию, аборты и другие методы сокращения населения уйгурского региона. Это откровенный геноцид, и поэтому я горжусь тем, что поддерживаю своих коллег в продвижении этого законопроекта. США и другие страны должны уделять больше внимания тому, что происходит в Восточном Туркестане, заявил Джим Риш. Организация по мониторингу прав человека в Восточном Туркестане провела у консульства Индонезии в Стамбуле пресс-конференцию, посвященную уйгурам, экстрадированным в Китай. В 2015 году в Индонезии задержали 4 уйгуров. Но, несмотря на то, что срок их судимости истек, они были экстрадированы в Китай. Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны и требуем прекратить выдачу Китаю выходцев из Восточного Туркестана, заявили представители организации. С другой стороны, Тахир Имин сообщил, что уйгурская диаспора также запросила информацию о выданных уйгурах у посольства Индонезии в Вашингтоне. Экстрадиция 4 уйгуров в период, когда миллионы жителей Восточного Туркестана содержатся в концлагерях, в регионе совершается геноцид и истребление целой нации, вызывает опасения за их жизнь. Перед президентскими выборами в США госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер находятся в Индии в рамках двустороннего сотрудничества по сдерживанию Китая. Прибытие Помпео и Эспера в Индию в момент эскалации напряжения между Нью-Дели и Пекином по вопросу Ладакха имеет особое значение для индийской администрации. Помпео и Эспер встретились со своими индийскими коллегами в Нью-Дели в рамках третьего диалога Индия-США. В ходе встречи обсуждались вопросы регионального сотрудничества в области безопасности, отношения между военными двух стран, безопасности систем связи и обмена информацией, оборонной торговли и других отраслях. В рамках достигнутого соглашения Индия получит доступ к топографическим снимкам, геопространственной и другой конфиденциальной информации с военных спутников США в режиме реального времени. Глава Госдепартамента США отметил, что Индия и Соединенные Штаты укрепляют сотрудничество не только против угроз, которые исходят от Коммунистической партии Китая, но и от любой опасности, которая угрожает интересам Вашингтона и Нью-Дели. Китай принял решение ввести санкции против американских компаний, физических и юридических лиц, имеющих отношение к продаже оружия Тайваню, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Джао Лидзян. В выступлении дипломат отметил, что в целях защиты национальных интересов Китай принял решение о вводе санкций против компаний Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon. Ранее Госдепартамент США одобрил поставки вооружений Тайваню на сумму $1 миллиарда 800 миллионов долларов. По сообщению Американского агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования SLAM-R, установках реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательных датчиках МС-110. В ответ Пекин заявил о введении санкций против вышеупомянутых компаний. Продажа оружия Тайваню нарушает принцип одного Китая, наносит ущерб суверенитету и нашим интересам в сфере безопасности, отметил Лидзян. %20 детей в возрасте до 5 лет в Йемене страдают от недоедания. Около 100 тысяч малышей могут умереть, если в ближайшее время не получат продовольственную помощь и соответствующее лечение. Об этом во вторник сообщили представители 3 подразделений ООН, продовольственной и сельскохозяйственной организации, детского фонда и мировой продовольственной программы. Эксперты провели анализ ситуации в 133 районах Йемена и пришли к выводу, что в 2020 году число случаев острого недоедания среди детей выросло на 10%. Самое тяжелое положение сложилось в провинции Ходейда, где недоедают около 27% детей в возрасте до 5 лет.